Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики! Сегодня по многочисленным просьбам я решила сделать видео, как ухаживать за такой красотой, как ламбрикены, и как ухаживать за портьерами с накладным рисунком. Вот покажу сейчас портьеры с накладным рисунком. У меня уже есть несколько видео о ламбрикенах. Портьерах с накладным рисунком. Вот так, портьеры без накладного рисунка, просто чистый велюр. Как ухаживать за этим, сейчас нам расскажут. Вот. Сейчас я вам покажу, потом мы расскажем. Вот, это портьеры с накладным рисунком. Это велюр это или бархат? Гуль? Велюр. Это велюр, и по нему идет накладной рисуночек. У меня есть несколько видео про ламбрикены, про эти портьеры, про эти комплекты, где я конкретно говорила, сколько что стоит. Так что я сделаю такие подсказочки в этом ролике. Вы можете кликнуть по подсказке и посмотреть видео, где показаны эти портьеры, ламбрикены и цены на них. Угу. Сейчас я покажу все, а потом уже расскажем, как ухаживать за такой красотой. Ну что, начнем рассказывать, как ухаживать. Все. Угу. Давайте с красного пойдемте. С красного? Да. Давайте с красного. Угу. Здравствуйте. Угу. Вот как ухаживать? У меня тоже все спрашивают. Угу. Это легко. Самое главное, ручной нельзя стирать этого. Потому что когда вручную стираешь, ты даже по каким градусам от воды ты не знаешь. А когда уже деликатно, если в машинке стирать, это даже не отвалится вообще. Деликатную стирку можно стать деликатной или бережная? Режим бережный, деликатный? Да, можно и так. Можно деликатно, можно сделать. Потом
Вот все интересуются, что а вот этот вот рисуночек не отвалится, а вот эти камушки не отвалятся. Вот Потому как- что это все это не клей. Если б клей было бы, то она отвалилась бы. Потому что здесь у нас это все ручная работа. Все это утюгом она клеится, она утюгом. Сразу взяли, поставили и вот на утюг туда на голову надо марлить. 4, которые слой надо сделать, марлить надо. Тоже слишком горячий тоже утюг тоже нельзя сюда. Если ну будете да, гладить, гладить, да, как, если да, гладить, гладить. то так, С не обратной отсюда, стороны. с обратной стороны. Можно с этой тоже можно, но только этот. А блестеть, да, будет. Да, блестеть будет еще вот эти, как этот, у утюга же вот эти Да, же полосы останется. Поэтому Лучше с обратной этой стороны. Ну Можно. и потом гладить удобнее будет же, чтобы тут и камушки. С Да. обратной же стороны даже и камушки не будут уже мешать, да? Да. Получается. Можно Вот. даже, не если вы, видно. если вы будете деликатно стирать, в влажном виде можно вешать можно. Даже не Ну да. гладить даже не надо его вообще. Мгм. А вот если вот как вы каждый раз тоже спрашиваете, можно ли мыть Ламбрикены эти. ламбрикены, лазер или как все называют. Мы лазер называем, но некоторые уже привыкли ламбрикен называют. Раньше же вот эти же качели, мочели ламбрикен называли. И вот его нельзя стирать. Это, как сказать, от вещи же щеточка же есть, щетка. Ну да. Вот с этим щеткой просто его, как пыль, его просто Почистить и все. Его мыть, стирать вообще не надо. Мгм. Она пыль сразу же уходит. Мгм. Потому что там сзади же войлок же искусственный. Мгм. Ну, много пыли они не собирают. Ну я тоже думаю, если раз это раз же 10 лет можно не не в трогать. котельной же Да. висеть Ну, эти это будут же шторы. в доме же будет висеть. Да. Тем более в зале. Никто там чаще там никто не заходит. Вот. А насчет страза, насчет вот этих вообще нельзя переживать. Потому что это все ручную, клея нету. А вот эти вот трехслойные паутины же есть. Мгм. С этим они клеили. Потому что у вещи, когда мы одеваем же вещах, у них там тоже такой же паутина есть. Когда стираем, она тоже же не отваливается. Ну да. Да. Ну да. Точно такой же у них тоже. Здесь же этот велюр, она ворсистая же, видите? Мгм. Ворс вот так выходит, и у них там ворс. Потом, когда в середине уже паутину ставите, она хорошо В клеится. общем, на паутинку это все Это тройная паутина, еще и тем более. тройная Да, паутинка. да. Она не Так что отвалится. можете стирать спокойно, Деликатно. только. бережная, деликатная Да. стирка, ничто не отвалится, не переживайте. И это и стразики не отвалятся. А если хотите, можете погладить, только с обратной стороны гладьте. И либо можно вообще не гладить. Как я портьеры не глажу. Я быстро мокренькие повешу, Влажном расправлюсь. виде вешать любую Во штору. влажном Кроме виде. капрона, любой вид шторы можно не гладить. Да. В влажном виде. И абсолютно не видно, что они не глажены. Или есть утюжки такие, вот это, Да. как это, паровые утюжки. Паровым утюжком сейчас же можно. вышло же. Да. На этот ручные же есть. Да, на ручные вещи. паровые утюжки Да, вот есть. эти они хорошо. Я иногда, Повешали сразу. если где-то вот у меня складочка есть, я в этот паровой утюжок включаю и паровым утюжком быстренько Вот это это все. тоже вот ручная работа. Вот. Тоже не отвалится, если деликатно, если стирать на машине. Самое главное, ручной не стирайте. И лицевую сторону никогда не Ну да. гладите. И, как сказать, руками Да. не жулькать. Да, да. Если его вот так, если дернешь, конечно, это выйдет. Ну, Никто, если да, не будет трогать, ничего, тогда она не выйдет. Ну, в общем, это деликатная или бережная стирка. Да. А можно еще и в сеточку, в мешок, наверное, так. Да. Мешки есть же такие Ну вот. да, можно и так. Если вот стразом, если вот боится, что они там отвалятся, вот эти все, тогда можно на мешочек можно положить. Ну да, мешочек и все. Да. Потом Постирать. встряхнул и повесил. Да.
И вот еще, как спрашивают, как тут клеятся они, ламбрикены клеятся, на что и как тут они клеятся. ламбрикены, Да, ламбрикены, вот сейчас я покажу. да. Как клеить, и что клеится, как держатся они там, на чем держатся. Ламбрикены, вот это вот жесткая липучка называется, сама клеющая она. Вот уже бумажку вытащили, вот, все уже. Она уже клеится уже. Но она пришивается. Это на карниз, на лицевую Ну, сторону. вот, Вот. это вот на карниз пришивается вот такая вот это. Нет, вот карниза вот это. На карниз Да. клеится. Вот это клеится жесткая. Жесткая клеится. Да. А вот мягкая вот сюда клеится, и один строчку надо его пришить. Тогда она Ну, будет это вы же хорошо. делаете Да. всё? Или вы высылаете вот эти все Нет, липучки? если клиент закажет, то это отдельная услуга. Сразу скажу, к ним не ходят. Все постоянно клиенты приходят, спрашивают. Я говорю, 1101 метр лазера, а липучку же прошиваете, Ну это да. отдельное. Вот это уже... Ну да, липучка тоже ж деньги стоит. Да, мы этот специально заказали, таких никого нет, только у нас вот такой. Это самоклеющий тоже, это на лазер. Его можно на один строчку сошить и на одну строчку, и все. Ну, в общем, понятно. На карниз клеится, вот. На карниз клеится липучечка. А потом вот пришивается липучка к ламбрикену, и все, друзья, готово. Так что никаких проблем нет. А особый уход даже не надо вообще. Никакую ламбрикены на шторы тоже не надо уход. Ну да. Ой. У нас Ну. все уже новиночки видели, да, на зеленый. Еще елочка есть, еще одну покажу я вам. Покажите. Новиночка? Просто елка для дома. Елка для дома? Понятно, У покажите. нас таких вот глупости там продаются, вот, Угу. видите? Это можно на стенку, да? Да, вот здесь уже дырочка есть. Можно на дверь сделать, вот, видите? Можно на двери, да, можно на... Глупости таких игрушками вот эти лазерным резками Точно. уже продаются уже наши. Да можно по ней даже маленькие Да. игрушечки купить, вот такие. Есть же маленькие Ну, игрушечки. Просто повешать и прилепить тоже можно просто. Да. И легко собирается, вот, чик, убрали. В Мгм. этом году, если не надо, вот на следующий год уже. И сколько такая елочка стоит? Елка стоит Гуль, одна... сюда, а то она отсвечивает. Елка это вот сюда сделаю, да? Да. Елка одна стоит 300 сомов. Высота какая у нее? Высота, наверное, полметра здесь. Ну, нет, наверное, чуть-чуть 50 больше. или Наверное, 60 или 60, 70, наверное, где-то 70, да. 70, да. Да, если вот так сделать, Ну да, где-то 60, 60 или 70. 70 вот так выходит. Вообще на стеночку можно Да, повесить, красиво. можно на двери повесить игрушечками. Да. Ой, а если игрушечки на нее продаются же мелкие-мелкие Да. игрушечки. У Да. них специально есть такие игрушки, просто мы не сделали еще. Но мы для одних клиентов наши есть, только им сделали, а себе нет. Только на заказ делает это всё. Ну, можно даже вот это, я говорю, можно и, как сказать, и такие вот докладные сделать, вот, ну, типа докладные игрушки да, да, сделать, да. вот Да, такие да, вот да, да. накладные сделать. У меня есть. А такие. можно купить вот в магазине, продаются мелкие-мелкие игрушки, и на них их нацепить, будет очень симпатично. Ну, в общем, друзья, по-моему, я ответила на все ваши вопросы многочисленные. Как, да что? Ой, снежинка какая симпатичная. Вот такая, ну это отвалилась у меня Ну, уже ничего, понятно. много лет. А снежинка сколько стоит? 20 сом. 20 сом. Вот такие шарики можно шарики. заказать, любой. Угу. Сердечку можно заказать, звездочки можно заказать. Ну да, на верхушку можно Ну, если звездочку. это, у Здесь меня же это этот остатка из этого 20. Если на заказ она делается уже 50 сом одна. симпатично. А вот эту надо еще Жалко, что готовой 2020. елочки у вас нет. Вот, так было бы шикарно. Да. Ну, вот тут вот макушечку можно такую сделать. Тут вот такие игрушки. Красиво, да? Да. Ну, здесь Красиво. у меня 2019, надо 20. Ну, Ну у нас да. просто времени нету, пока мы еще делать. Да, по-моему, это
Должны понять люди Ну да. задумку. Какую. Можно цветочки, можно Ну, бабочки, можно, да. разные можно сделать. Мгм. Ну вот, друзья, я ответила на ваши многочисленные вопросы. Как ухаживать за портьерами с накладным рисунком, как ухаживать за лабрикенами, как их можно повесить. Так что все, да. Ладно, до свидания. Да, до свидания. Спасибо за рассказ. Так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Чайнички. Гуля, а вот эти бабочки, как они можно наклеить, а? Как? Клеит, Или они можно это, паутину купить, паутинку? сюда паутину сделать, А, а потом утюгом. а. Чтобы на утюге, А чтобы если марли просто было. повесить? Я вот повесила просто вот булавочку. Булавочка, которую вот да, вы мне красиво будет, Вы мне да. дали вот булавочки. Да. Я булавочками, и булавочки не видно, и очень симпатично. Да, красиво будет. Да. Мгм. Такие есть маленькие булавочки. И сразу еще скажем, те, кто в комментарии пишет, лучше, как сказать, чем посредником, лучше прямой. Конечно, Связывайтесь. конечно. Вам намного дешевле Да, и да. безопасно. У нас по СНГ тоже есть отправка Ну да. на любую точку. Чем посредник? Посредник всегда возьмет за услугу. Да. А это прямой, как говорится, производитель. Он за услугу не берет. Ну все, еще раз всем пока-пока. Спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья. Блин, солнышко, да,